Представители Министерства культуры и подведомственных организаций обсудили план предстоящей работы, задачи, которые перед ними стоят. В числе обсуждаемых вопросов порядок присвоения званий «Заслуженный артист» и «Народный артист». Высшее почетное звание дают за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, хореографического и музыкального искусства. По словам участников коллегии, необходимо пересмотреть положение и с новыми предложениями обратиться в законодательный орган. В 2016 году, когда уже парламент отменил, и ввели такое положение, в котором мы тоже руководствуемся, что заслуженный артист республики присваивается, как правило, не ранее, чем через 20 лет с начала деятельности. Понимаете? Мы 10 лет. Мы не через 10 лет, а в течение 10 лет. Место отменят, кто 16 года. Народный артист, я говорил, что через 10 лет после получения заслуженного. А в том постановлении 2003 года было так, что опять же после заслуженного артиста в любое время, когда он создает шедевр на сцене, в картине или что-то в этом роде. Коллега, на обращение в парламент вернем как-то вот в этом плане, чтобы парламент рассмотрел, чтобы мы вернулись опять к этому первому положению, потому что мы не можем этим руководствоваться, потому что артист В этом году Осетия отметит 165 лет со дня рождения великого остинского поэта Костахи Тагурова. В течение года по всей республике будут проходить масштабные мероприятия на государственном уровне. Большой фронт работ лежит на Министерстве культуры и его подведомственных организациях. Рада Дзагоева поручила всем руководителям ответственно подойти к данному вопросу и отметить юбилейный год Костахи Тагурова на высоком уровне. Как бы там ни было, как бы на уровне государства этот юбилей не отмечали, главная нагрузка и главная ответственность на Министерстве культуры и всех наших подведомственных организаций. Ваши планы представьте мне в течение 2 недель. Махай шукангау, махай. Культура фадыгави хумасарозам. Район Тадаровта. Управление культуры районов. На вас большая ответственность. Большая. Пожалуйста, тоже распишите ваш план, чем вы будете заниматься в течение года, именно по юбилею года. Дайте поручения вашим библиотекам, вашим творческим коллективам. Рада Дзагоева отметила положительную работу Министерства культуры и подведомственных организаций, подчеркнув вклад каждого работника в общее дело – развитие культуры нашей страны. Хорошие показатели у государственного ансамбля «Симт», у Государственного драматического театра, у ансамбля народных инструментов «Айзалт», отметила министр. В последнее время расширяется география гастрольных туров. Артисты представляют культуру нашей страны на масштабных площадках. Я каждому из вас благодарна. Я искренне, совершенно ценю труд каждого из вас. Кто-то старается вкладываться в то, что он делает больше, кто-то меньше. Но у нас в системе культуры сейчас без дела никто не сидит. Приятно было последний концерт, на котором я присутствовала, после этого они дали еще один, оркестра народных инструментов «Айзалт». Этот коллектив одна из наших жемчужин. Культура – это наше богатство, но это богатство надо показывать за пределами Южной Осетии. Рада Дзагоева акцентировала внимание на деятельности библиотек, отметив, что в нынешнее время библиотеки республики должны быть не только местом, где хранятся книги, а культурным центром. Библиотеки должны быть такими культурными центрами. Библиотека имени Анахарсиса сейчас готовится к юбилею Исидора Кузаева. 95 лет исполняется Исидору Кузаеву. И с нами гениальный. Это гений, недостаточно раскрытый, недостаточно представленный широким слоям нашего общества. В завершении коллегия обсудила вопрос аттестации работников культуры. Стелла Бязарова, Азамат Кудзиев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.